ее транспортировки в холодильниках или... Так работает технопарк высоких технологий города Яньтай. Здесь разместились более сотни предприятий. Специалисты занимаются биоинженерией и создают новые материалы. За 20 лет резидентами было получено свыше 60 патентов. С местными лабораториями сегодня ознакомился Рустам Миниханов. Преимущество нашей вакцины, что она абсолютно безопасная. На встрече с руководством бизнес-инкубатора Рустам Миниханов отметил, что в республике также уделяется большое внимание таким площадкам, и обмен опытом будет полезен. В этом технопарке предложили сделать презентационную экспозицию Татарстана и аналогичную китайскую в Казани, например, в IT-парке. Это было бы неким связующими звеньями между нашими и технопарками и между нашими потенциалами. Укреплять связи с Китаем Татарстан готов по целому ряду направлений. Перспективы видятся и в химической промышленности. Варианты сотрудничества обсудили с руководством крупной китайской компании. Со стороны Татарстана к совместным проектам может подключиться группа компаний «Таиф». У нас вся линейка, которая сегодня существует в мире синтетических пальчиков, все производится. И полимеры, вся линейка, кроме, значит, ПВК у нас другие производства России, и полиуретан тоже все производится. Также в Набережных Челнах планируют расширить китайские производства по выпуску бытовой техники. Отметим, что товарооборот Татарстана с Китаем год от года растет. Сейчас он достиг почти 600 миллионов долларов. Всего за 2 дня визита в китайскую провинцию Шаньдунь делегация республики планирует посетить 4 города. Дмитрий Айринин, Марат Хусаинов, ТНВ, Китай.